сюда установить. План иди. Фу, оце ти. Так. Так. Мигает, да. Все, в принципе, к съемке все готово. Давно уже хотел на это место установить. Не знаю, что-то получится, нет со съемкой. Глянем, что будет, кого поснимает видеокамера. Так. Ну вот сюда он смотрит. Примерно вот должно вот снимать, как он будет выходить, заходить. Должно взять. Если нет, так нет. Так. Я уже забыл, блин, поехал выше уже на несколько поворотов, вдруг вспомнил. Пошли! Так. В лодку полслова понимает. На буран никак приучить не смог. Никак. Все. Лок. Mun места. Con местас. Места. Мон вперед. Водя. Мон. Водя, мон. Все, поехали. Затора. Одно бревно поперек, потом сюда, блядь, остальные пригонит там. Когда вот мусор идет, туда будет накапливаться. Че он так рванул, интересно? Кого там учуял? Ну вот, мы на месте, ребят. Такой легкой дороги давно уже у меня не было, честно говорю. Все время приходилось пилить часами и этот, как сказать, возиться на заторе.
А сегодня мы, блин, очень быстро доехали. Все хорошо. Все хорошо, это самое главное, мы на месте. Моторка отлично работала, заторов не было. Все как надо. Воды еще море. Лишней воды до хрена. Ну вот сейчас налегке я схожу до избы раздеться, потому что очень жарко на улице. Нормально так потеплело. Надо отметить воду. Палку ставить туда. Вот. И уже знать уровень воды. Уходит или приходит вода. Так. Ну, немножко вещей возьму так. Обязательно топор надо взять. Ведро на один возьму и рюкзак. Рябчик вроде свистит где-то. Может, собака рябчика и учуял. Ну, а в этой стороне, наверное, рябчик взлетел, за ним побежал рысью. Все, пошли. Нет, в этой стороне свистит. На другом берегу, ребят. Слышите звук природы. И этот шум не прекращается всю ночь. Круглые сутки они. Красота. Смотрите, сколько деревьев. Каждый год приходится чистить так тропинку. Прочищать. Ну вот, ребята, мы на избе. Чолом заракарка, ледь ужнишатчины. С октября месяца мы тут не были. Вот это да. Фу, самое главное, изба, как всегда, на месте. Это самое главное, самое важное. Ничего страшного, что у нас не получилось ремонтом нижних венцов поменять. Там. Еще простоит этот год, а в будущем году посмотрим, все как будет.
не все так бывает получается, как хочется. Придется перетерпеть. Ну, такая весна у нас была в этом году, что я по насту не смог сюда приехать и сделать свою работу. Подготовка к ремонту избы. Так. Что-то я застрял с рюкзаком, с этими мешками. Фу. Чолом за ракерка. Ледь уже не шотчины. Вон она. Как же давно я тут не был. Как же хорошо тут. Спотел, честное слово. Спотел. Сегодня, блин, так жарко на улице будет. Сейчас в данный момент показывает 20 градусов тепла. В тени, между прочим, градусник стоит. 20 градусов в тени уже. Вот такие дела. Май месяц. Сейчас время такое, сейчас должно, ледоход должен идти, а у нас уже лето в этом году. Вот. Ну что, сейчас я займусь уже повседневной бытовухой, так скажем. Надо мне перетаскать вещи, что привез, и по ходу события там чайник поставим, чайник скипятим. Это уже когда я приду, потому что сейчас пожароопасно. Сперва мне надо раздеться. Сейчас попью чаек у меня в термосе. И хлеб, все, печенье там. Все у меня в лодке, в ведре. В рюкзаке ничего такого нет. Тут соль, консервы, газ и все остальная ерунда, короче. А еда у меня получается еще в лодке. Сейчас кипяток чая глотну и схожу за этим. За ведром, и остальное там надо принести. Тут яйцо вареное. Фух. Первоначально, когда заезжаешь в избу, не понимаешь, что надо, как надо, с чего начать. Вот это всегда у меня так. С чего начать? Хочется сразу вот все сделать. Хотя надо сперва успокоиться, сперва надо вскипятить чай, попить чаек, подумать и уже начать чем-нибудь заниматься. Ладно, разберемся. Хочется сегодня, жажда будет. Ну, уже 22 почти. За каких-то 15 минут уже 2 градуса поднялось. Сегодня, блин, около 30, наверное, будет. Эта погода должна быть в июле. Комарье уже просыпается. Хорошо, что я антикомары взял. Я как-то себя подстраховал. Уже комарье залетает в избу. Вон уже второй. Как мухи с размером. Вот они. Вон они. Видите, какие они крупные. И первые комары, они злые. Они злые. А уже к осени, ну, так себе. Они вялые становятся. Осенью мошкара, она активная. А комарье осенью не такие злые. Не такие злые. И человек уже привыкает к укусам комаров.
Так особо внимания на них и не обращаешь. В первую очередь дровишки надо заготовить. Дровишки. Чтоб подсыхало все. В этом году не получилось мне на буране поближе. Ну, обычно я уже несколько лет до дверей я таскаю на буране дрова, и не надо куда-либо ходить. Сейчас придется уже в стороне где-нибудь заготовить. Ну, что еще у нас в планах? Как вы видели уже, я привез трубу для буржуйки. И не знаю, как сегодня день пройдет. Завтра, если планы у меня не поменяются, я разберу эту печку. Разберу. А если я разберу, значит, ребят, что? Значит, как ни крути, придется мне привезти буржуйку. И я, если же планы не изменятся, я съезжу домой. Я сейчас с разведкой приехал. Блин, все хорошо. Вода еще есть запас. Затора, главное, нету. И можно было сегодня легко. Вот, ну, я не знал, какая дорога. Можно было просто вот загрузиться. Печка, там одна печка и осталась. Загрузить и привезти тоже. А сюда как-нибудь перетащу. И установить, и уже, чтобы не мучаться. У меня эта печка уже старая, все время дымит. Уже много лет вы это смотрите на эту печку. Неудачная печка у меня это. Вот, не буду забегать вперед. Буду снимать, показывать все как будет. Вот так. А сейчас я с яичками пью чай. Потому что хлеба у меня сейчас нету. Хотя здесь полбуханки еще с осени у меня тут лежит. Тут полбуханки вот хлеб. В амбаре там на буханок 5 еще хлеба. С осени я оставлял. Много чего есть. Тут, оказывается, дрова до хрена еще у меня. Но вообще никто, ни один человек сюда не приходил. Это опилки вроде я сам пилил в прошлом году. Вот. Там свалилось дерево. И, в принципе, все постройки выдержали. Я имею в виду то, что снегом не придавило крыши ничего. Вот так. Амбар стоит. Пока черника ничего не цветет. Даже листья не распустились еще. Вот вам и дровишки. Блин, у меня, наверное, вот тапочки эти дырявые. Вот. Короче, спилим это дерево на дровишке. Вон он сломалось. Вот так. Так. Ну тут все как обычно. Пока открывать не стану. Когда буду уезжать, тогда уже все откроем. Бар вроде пока ровно стоит. Ничего не искривилось. Изба ныряет, южная сторона вообще
как бы уже чуть-чуть заметно идет вниз. Так, ладно, я сейчас ходку сделаю до реки. О, сколько их. Живая природа, мать вашу. Вон он. Видите? Их достаточно у нас. Спустилась лодка, чуть-чуть не успел. Но на мощном моторке кто-то спустился. Не как у меня 6 лошадей, а по звуку там 9,9, 9,8, может 18 лошадей. Но нормально проехал он тут. Во, слышно еще. Ну вот.